Во-первых, надо сказать, что компания «Восток Инжиниринг», заходя на проект освоения Тамторского месторождения, участка Тамторского месторождения, постаралась построить свою работу с точки зрения абсолютной открытости своей деятельности. По состоянию на текущий момент и местное население, и власти как на муниципальном уровне, так и на региональном уровне абсолютно полную информацию имеют о том, что происходит на месторождении, какие у компании планы, как она собирается работать, по каким принципам и так далее. В рамках соглашений, которое сегодня подписала председатель правительства Республики Саха-Якутия, компания «Восток Инжиниринг», по сути, закрепляются те принципы, о которых мы договорились, имея в виду: первое – это максимальная открытость, а второе – приоритет исполнению всех мероприятий, связанных с экологической безопасностью реализации этого проекта. Третье – это подготовка и трудоустройство местных кадров. И четвертое – это использование тех ресурсов, которыми обладает сам муниципалитет, люди муниципалитета, малые предприятия муниципалитета в работе этой компании и подрядных организаций этих компаний. По сути, мы говорим о том, что то, что мы умеем, то, что мы можем предоставить в качестве товаров, работы, услуг, это все будет закупаться на максимально возможных объемах компании при реализации этого проекта. Считаю, что та стратегия, которую компания выбрала, именно максимальная открытость, максимально полное взаимодействие на уровне муниципальном и региональном, это правильная стратегия, потому что не секрет, что вначале возникали достаточно много опасений по поводу работы, по поводу безопасности, по поводу взаимодействия. Сейчас эти все страхи, они на самом деле позади. Мы это видели в ходе встречи с активом УЛУСа в момент проведения выездного заседания правительства в Оленёкском УЛУСе. Поэтому на самом деле мы по состоянию на сегодня удовлетворены тем подходом, который выбрала компания. И те положения в соглашения, о которых я сказал чуть выше, они, по сути, уже начали реализовываться и со стороны компании, и, конечно, со стороны правительства Республики Саха-Якутия. Мы посоветовались в правительстве, нам сказали, что единственный путь – это абсолютная открытость. Поэтому до начала всех работ, хотя у нас уже были все разрешения, проект на руках, мы практически месяц провели, разъясняя то, чем мы будем заниматься. Наши планы, наши технологии, что это такое, что это за редкоземельные металлы, что это за ниобий. Проводили прям собрания в клубах в Оленьке, в Желенде, общались со специалистами в Министерстве экологии, в Министерстве промышленности. И только когда поняли, что, объяснили людям, что это такое, тогда зашла техника. Техника у нас зашла в этом году, в феврале месяце. После всей этой общественной подготовительной работы. В течение месяца после того, как зашла техника, мы подписали социально-экономическое соглашение с УЛУСом Оленёкским. Общественный совет УЛУСа дважды побывал во время проведения геологоразведочных работ прямо на месторождении. То есть мы все показывали, рассказывали, как происходит работа, бурение, безопасность и так далее.